Гостеприимная земля Британии, самой западной провинции Франции, часто становится хозяйкой международных фольклорных фестивалей. Этот полуостров, омываемый Атлантикой, населяют кельты, выходцы из Великобритании, бежавшие от англосаксонов. Лишь в XVI веке Британь приобрела подданство Франции. С тех пор город Брест является самой западной точкой страны. Крепость Бертом – лишь одна из многочисленных фортификационных укреплений, ведь Британь на протяжении веков была местом борьбы между англичанами и французами. Сегодня Британия – это процветающий регион страны, а бретонцы славятся тем, что свято хранят свой особый язык, культуру, протестантскую веру и радушно принимают фольклорные коллективы со всех концов земли. Как вы думаете, зачем самим французам нужны такие фольклорные фестивали? Вы знаете, вот такие фестивали не только во Франции. Это и Америка проводит, это и другие страны проводят, и Италия. И все страны проводят вот такие фестивали. Ну что они, вот, наверное, для того, чтобы узнать как можно больше о тех странах, которые они приглашают. А приглашают они очень много стран. Вот я говорю, только из России было 8 коллективов, и где-то вот прошлый год в Америке было где-то 14 коллективов, кроме нас. Проявляет огромный интерес к фольклору вот этих стран, которых они приглашают. Они берут на себя и питание, и проживание. Правда, они там платят совсем немного артистам на этих фестивалях, там $2–3. Прошлый год в Америке было, в этом году $5 платили артистам на карманные расходы. Но, в общем-то, это получается огромные деньги, но они идут на это. И вот, как я говорила, что даже из Бурятии было 4 коллектива, и мы ни разу не встретились. Это значит, что фестиваль проходит почти по всей стране. На фестивале в Плазовете, где собрались фольклорные коллективы с 5 континентов Земли, ансамбль Салинга занял первое место. Также с успехом приняли участие в различных фестивалях студенты БГУ, участники ансамбля «Байкальские волны». И я думаю, что как раз и мы имели возможность увидеть и познакомиться с 15 странами, которые представляли фольклорные группы. И наша фольклорная группа была посланниками нашей Бурятии и показала, как мы сохранили свою культуру и познакомили с нашей культурой. Принимались очень хорошо. Народы, то есть мы не выглядели хуже других народов. Байкальские волны, фольклорный ансамбль Бурятского государственного университета, посещает Францию второй раз. И поскольку местом пребывания байкальских волн были различные регионы Франции, и включая Британь, то студенты с полной уверенностью могут сказать, что французы свято чтят свои традиции, любят свой народ и культуру своих регионов. Итак, что же такое фестиваль? Это большая работа организаторов и участников. Это праздник общения и дружбы. Это путешествие вокруг света и на машине времени одновременно.
прекрасным ансамблем Руси и другими российскими коллективами мы с вами еще встретимся в программе, посвященной фестивалю «Калинка». А в следующем выпуске Ольга Итигилова. Успешный дебют в модельном мире Парижа. А сегодня напоследок прогулка по вечернему фестивальному городу.